Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 13 ноября. Смотрим с вами на колоде «Цыганский пасьян». Все знаки зодиака, начиная с овнов. Овны первые. 13 ноября. Овны. Среда, события дня. Сразу же гости. Так, секунду, забыла камешки. Первое событие — гости у вас. Исполнение желания, цветок. Бокал. Роза. Колодец. Есть еще деловая встреча. Возможно, встреча будет связана с переживаниями. Горизонтали, вертикали не нашла совпадений. Получается, в этот день, показывает, будут гости, будет исполнение желания, может быть застолье, какое-то мероприятие с бокалами, приятная встреча, деловая встреча. Это личная, это именно деловая. И единственный минус — это какое-то разочарование, глубокая печаль. Что-то вас очень сильно тронет в этот день, поэтому что это будет, сложно сказать, потому что, в принципе, все остальные события хорошие. Может быть, это не будет касаться вас лично в этот день. Благодарю за внимание, овны. Перехожу я к тельцам. Так, тельцы. 13 ноября. Тельцы, события дня, среда. Змея, первое событие. Книга. Нерешенный вопрос. Тут еще мог быть замочек. Разочарование. Смотрите, змея и печаль. Тут, в принципе, печаль и из-за вопроса тоже может быть. Дорогу нельзя. Якорь, остановка. Обман. Ой, у вас прям одни предупреждения, вы знаете, на среду. Здесь вроде бы не вижу. Гости еще есть. Кто-то из казенного дома может прийти в гости. Ну, может быть, там снимать показания счетчика, например, как вариант. И так далее. Здесь не вижу. Получается, смотрите, на этот день вам выпадают гости, вам выпадает казенный дом, госучреждение, общение со змеей, с человеком, у которого длинный язык, и он любит поязвить, разочарование, печаль, нерешенный вопрос. Вот в казенном доме нерешенный вопрос из-за какого-то человека неприятного и разочарование. Якорь, точка, да, вот корабль не может сдвинуться с якоря, поэтому может быть вот нерешенный вопрос. И обман, маска.
предупреждение, маска, вас могут обманывать в этот день. Так что прям одни предупреждения для вас, тельцы, если честно. Так что будьте очень осторожны. В среду 13 ноября. Благодарю за внимание. Я перехожу дальше к близнецам. Смотрим 13 ноября, среда, близнецы. Как пройдет у близнецов этот день? Покажите мне. Корона сразу же выпадает. Первое событие. Власть. Роза. Свидание. Конфликт нельзя. Тайная встреча. Неприятность. Шарики. Это хорошее событие. Мешок нельзя соединить. Здесь нет, не вижу и не вижу совпадений. Получается корона. Корона обещает встречу, контакты, общение с людьми, которые имеют влияние, имеют какое-то положение в обществе, принадлежат к закону, к власти. Дальше приятная встреча, тайная встреча, хорошие новости и карта неприятностей. Так что предупреждение — это неприятность в этот день. Какая-то может быть. Иногда показывает, что происходит не с нами, а с кем-то из окружения. Так тоже бывает. Поэтому, в любом случае, имейте в виду, будьте начеку. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Смотрим раки. Так. 13 ноября. 13 ноября, среда, события дня. Так, смотрим раки. Сразу же череп выпадает. Болезнь, тема здоровья. Замок. Книга. Третье событие. Новость нельзя. Кровать. Это сочетание, знаете, как может проигрываться. В казенном доме решить вопросы через флирт. Ну, в кровать это ж не обязательно интим, это просто какое-то такое заигрывание может быть. Где-то кому-то поулыбаться, построить глазки и решить вопрос. Деловой разговор. Бокал. Так, здесь нет, здесь нет, здесь нет. Здесь не вижу.
Получается, тема здоровья. Казенный дом, кстати, это может быть больница. В сочетании с кроватью это прям может быть, например, госпитализация. Или прям, может быть, вы там будете на кушетке лежать. Может быть, там на УЗИ пойдете. Ну, можно вот так 3 события прочитать. Если отдельно, то это тема здоровья будет актуальна. Посещение госучреждения, интимная связь, желание полежать где-то, лечь спать раньше времени, открытие секретов тайн, деловой разговор и бокал, застолье. Возможно, деловой разговор будет где-то за бокальчиком, и можно будет найти какую-то, выудить из собеседника какую-то интересную информацию, откроются секреты. В общем, вот такая информация для вас, раки, на среду. Благодарю за внимание, я перехожу ко львам. Львы, 13 ноября. События дня. Так, поехали, смотрим. Новости. Шарики. Солнце. Горизонтали, вертикали не нашла. Получается, 3 события только увидела. Первое – это получение информации, новостей у вас будет в среду. Хорошие новости, шарики показывают, что, возможно, эта информация будет позитивной, радостной. И тут же карта радости. Такое ощущение, что все 3 события мне говорят, указывают на одно, что вы получите какую-то очень-очень позитивную, хорошую новость. И это поднимет вам настроение, и это будет основное событие этого дня. Другие даже и не показали. Так что, львы, ждите очень хороших новостей в среду. Благодарю за внимание. Я перехожу к девам. Смотрим. Дева. 13 ноября. События дня Девы. Ноября, Дева. Среда. Смотрим, Девы, что у вас будет за день. Гости. Первое событие. Чашечка чая. Надежда. Подсвечник. Дорогу нельзя. Разочарование, колодец. Новости. Информация и разочарование. Возможно, новость будет не очень приятная. Колокольчик, пустые разговоры.
Так, ну не вижу вроде бы я по периметру совпадений. Значит, получается, что у вас в этот день надежда на что-то будет прям с утра. Гости, пустые разговоры, болтовня. Это, скорее всего, одно событие. И еще событие, приходит какая-то информация, скорее всего, в электронном виде. И рядом ложится глубокое, сильное разочарование. Ну, не знаю, будет разочарование связано с этой информацией или нет, это уже вопрос. Может быть, разочарование в разговоре с кем-то. Может быть, это еще какая-то другая история. Но, к сожалению, видите, печаль тоже выпала. Что-то может вас расстроить в среду. Благодарю за внимание и перехожу дальше к весам. К девам, говорю, смотрю на деву, к девам. Весы. Весы, 13 ноября, среда. Среда, события дня. Так, поехали. Бокал, первое событие у вас. Череп. Чемодан. Лавровый венок. Домик. И замок. Так, смотрим теперь, что здесь еще есть. Не вижу. Значит, у вас в этот день может быть застолье в среду, какие-то вопросы со здоровьем можете решать, события в семье, дома, успех в работе, в делах, временная разлука, расставание с кем-то и открытие секретов, тайн. Такая информация на среду для вас. Смотрим дальше. Дальше у нас будут скорпионы. Скорпионы, 13 ноября. Ноября, события дня, скорпионы. Новость. Получение информации, новостей в электронном виде. Скорее всего. Ну, может быть, и просто кто-то вам расскажет что-то. Застолье. Бокал. Корабль. Ожидание. Ожидание вестей. Вы ждете какие-то новости. Возможно, вот как раз они в этот день и придут. Тех, которых вы давно ждете. Дальше лебедь, это верность, пара. Может быть, это информация, связанная с парой. Да, конверт, получение. Разговоры. Бокал. Обсуждение, разговоры за бокалом. Слезы. Но опять же, здесь не всегда слезы, это слезы там какой-то печали, тоски. Так, и надежда.
надежда на получение. Ожидание и надежда. Но будем надеяться, что в среду получите вы то, что вы там так ждете. Смотрим, значит, что еще. Ага, смотрите, также есть еще и гости. Чашечка чая. И здесь нет. Но событий много. Первое событие – это получение информации, вестей. Второе – ожидание. Гармоничные отношения в паре. Застолье, разговоры, надежда, гости. Получение чего-то в этот день. И слезы. Вот единственное негативное событие – это слезы. Может быть, это просто переживание из-за ожидания. Пока ждете, будете там как-то эмоционально на это реагировать. Может быть, так, как вариант. А может быть, это будут слезы радости от того, что вы получаете. Наконец-то то, что так давно, долго ждали. Так тоже можно прочитать. Поэтому, скорпиончики, пройдет среда. Поживем и, как говорится, увидим. Что это будут за слезы? Радости или не радости? Благодарю за внимание. Перехожу к стрельцам. Стрельцы. 13 ноября. События дня. Змея. Первое событие у вас, стрельцы. Конверт. Получение. И есть еще успех. Венок. Казенный дом. Успех в казенном доме вас ждет в среду. Победа. Прям еще и победа. Мало того, что успех, еще и победа. В вашем варианте змея — это может быть просто завистник. Кто-то вам будет завидовать. Любовь. Ну, тут, смотрите, красота. И в любви все хорошо, и на работе, в делах. Прям супер. Ну, и здесь не вижу. Горизонталь, вертикаль. Получается, из хорошего успех, победа в делах, на работе. Возможно, в госучреждении, казенный дом. Получение чего-то, конверт — это получение, справка, бумажка, документ, посылка, какая-то важная новость и так далее. Любовь, гармоничные отношения в паре. Ну и змея. Опять же, змея — это может быть кто-то в казенном доме. Там себя, знаете, немножко так ведет неуважительно. Может где-то какие-то замечания делать, язвить, подкалывать и так далее. А иногда просто змея — это есть в окружении кто-то, кто нам завидует. Тоже может быть. В общем, у вас день классный. Смотрим дальше. Дальше у нас будут козероги. Козерожки. 13 ноября. События дня. Козероги. Весы. У вас может быть какой-то сложный выбор в среду. Весы, колебания, сомнения. Глубокая печаль.
Радость. Меняются настроения от печали до радости. Может быть, это и есть колебания. Колебания в настроении. Знаете, вот так еще может проиграться. Деловая встреча. Решение вопроса на этой встрече. Ножницы. Лебедя нельзя. И еще, смотрите, есть корона. Встреча с каким-то очень важным, влиятельным человеком, который помогает мне решить вопрос. Похоже на то, что это вот будет одно событие. Так, ага, и еще есть успех. Лавровый венок победителя у вас будет. Прекрасно. Смотрим теперь горизонтали, вертикали. Здесь не вижу. Нет, 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 нет. И здесь тоже не вижу. Получается, с одной стороны, у вас супер, это будет работа, дела, деловая встреча, решение вопросов, успешно для вас победой, общение с влиятельным человеком. Хорошее настроение, солнце дает позитив. Но с другой стороны, есть и негатив. Переживания, какая-то печаль и колебания. Может быть, будут колебания в настроении. Может быть, сложный выбор какой-то. И из этого сложного выбора у вас будут вот эти переживания. Тут сложно сказать. Ну, в общем, вот такой вот день. Зато у вас в работе, в делах ждут большие успехи в среду. Благодарю за внимание. Я перехожу к водолеям. Так, водолеи. Смотрим у вас что. 13 ноября. События дня водолеи. Цыпленок, первое событие. Успех. Может быть, успех в жизни детей в этот день. Солнце, радость. Разлука, чемодан, ножницы, решение вопросов. Встречу нельзя соединить. Ссору тоже нельзя. Ну и, к сожалению, можно неприятность, расческу соединить. Горизонталь, вертикаль нет. Получается, у вас встреча, общение с семьей, с детьми в этот день, какой-то контакт. Ну, чаще всего это дети, чем семья. Дети, внуки. Дальше успех в работе, в делах, решение вопроса. Смотрите, успех и решение вопроса. Радость, классное настроение, позитивное. Временная разлука, расставание и неприятность. Что это за неприятность, непонятно. Но выпало самым уже последним событием. Может быть, там где-то в конце дня будет. Так что такая информация для вас, водолеи. Благодарю за внимание. Я перехожу к рыбкам. Остались рыбки. Сейчас будем смотреть, что у вас. Водолеи не хотят уходить. Рыбы. 13 ноября. 13 ноября. События дня. Рыбы, среда. Покажите мне, как у рыб пройдет среда. Какие будут события.
Посмотрим, рыбки, что вам этот день приготовил. Угу. Встреча. Деловая, рабочая. Болезнь. Подарок нельзя. Тайная встреча. Угу. Слезы. Обман, слезы из-за обмана. Видите, для вас предупреждение. Пожалуйста, рыбки, в среду надо быть начеку. Конвертик нельзя. Так, здесь не вижу. Смотрим теперь горизонталь, вертикаль. Время тоже нельзя соединить. Здесь нет. Нет, нет. Нет. Ну, вроде бы не вижу. Получается, в этот день тема здоровья может проигрываться. Например, вы там можете заниматься лечением, ходить в больницу, у вас может что-то болеть в этот день и так далее. Тема здоровья сыграет важную роль. Дальше деловая встреча, тайная встреча. Возможно, вот эта встреча, она будет тайной, потому что тайна еще какая-то выпадает. Либо, смотрите, тайная встреча. Вы в тайне с кем-то встречаетесь, обман открывается. Карта обмана. Здесь обман будет открыт. Если обманываете вы, то, соответственно, вас рассекретят. Если обманывают вас, то тоже есть шанс того, что вы теперь можете об этом обмане узнать. Открыть его. И слезы. Сильные. Ну, так как выпали слезы, то, скорее всего, обманывают вас. Хотя, в принципе, если, допустим, вы обманывали, вас раскрыли, вы тоже можете из этого переживать, плакать. Ну, в общем, на всякий случай остерегайтесь какого-то обмана, чтобы не было слез в этот день. Вот такая вот информация для вас на среду, 13 ноября. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.